вечер. Сегодняшняя наша лекция посвящена опасным инвазивным видам насекомых в Абхазии. На этой лекции мы узнаем, что такое инвазивный вид, каковы причины инвазии насекомых, какие последствия они несут в себе и какие меры борьбы существуют с инвазивными видами насекомых. Что такое инвазивные виды? Инвазивные виды — это все виды чужеродных организмов, которые не характерны для конкретной территории, которые агрессивно ведут себя при попадании на вновь осваиваемую территорию. Инвазио переводит с латинского «нашествие, нападение». И нашествие этих видов насекомых угрожает существующему биологическому разнообразию на конкретной территории. Каковы основные причины инвазии? Сегодняшний мир стал очень открытым, и доставка грузов из одних регионов в другие теперь осуществляется гораздо быстрее, чем это было ранее. И тех естественных границ, которые существовали многие десятилетия назад, сегодня их нет. И поэтому вместе с товарами, грузами могут проникать те организмы, которые естественным путем на территории других стран, континентов попасть не могли. Это касается не только насекомых, это могут быть представители абсолютно любой формы жизни, это могут быть растения, млекопитающие, птицы, земноводные, моллюски и так далее. Но сегодняшняя наша лекция посвящена именно опасным инвазивным видам насекомых. Как видно на слайде, основные причины инвазии — это естественные могут быть, это миграции живых организмов на новые территории ввиду изменения мест их привычного обитания. Это антропогенный фактор, как я говорил, это перевозки грузов. Это умышленные причины могут быть в инвазии путем интродукции или реинтродукции организмов. Это могут быть случайные заносы в виде посадочного материала, багажа и так далее. На самом деле проникновение нового вида на новую территорию не всегда может быть успешным. И чтобы вид закрепился на новой территории, должно совпасть несколько событий или факторов. Ну, самое главное, первое — это схожесть климатических условий нового места для этого вида. Например, виды насекомых из тропических регионов не могут успешно акклиматизироваться в северных широтах. И фактор их инвазии не носит такого высокого риска, потому что даже попав на эти территории, они не смогут благополучно расселиться. Второй немаловажный фактор — это наличие кормовой базы. То есть при соответствующих климатических условиях и наличии, например, кормовых растений или животных, на которых паразитируют те насекомые, фактор успешной инвазии будет выше. И третий фактор — это отсутствие спектра естественных врагов, болезней и хищников этого вредителя. То есть у себя на родине каждый вид насекомых, живя в определенных климатических условиях, питается на определенных видах растений или животных и имеет свой спектр естественных врагов, которые ограничивают его численность. На самом деле те вредители, насекомые, которые проникают на новые территории, у себя на родине чаще всего не оказывают существенного вреда, потому что они как раз-таки ограничены вот этим третьим фактором наличия собственных врагов и хищников и паразитов. На данном слайде мы можем видеть примерный список опасных организмов насекомых, которые уже проникли на территорию Абхазии, либо находятся под угрозой проникновения в Абхазию. Список представляет собой несколько десятков видов насекомых, которые могут негативно сказаться на нашей флоре, так как являются вредителями ценных декоративных, лесных и сельскохозяйственных культур. Какие же существуют меры борьбы с инвазивными видами? Ну, подразделить их можно на две такие большие группы. Это химические методы контроля и биологические методы контроля. Кроме того, существуют еще и административные меры. И сегодня в ходе нашей лекции мы рассмотрим каждый из этих методов на примере конкретных вредителей насекомых. Как мы знаем, за последние десятилетия общее количество новых случаев инвазии увеличивается. И основная главная причина того, что Абхазия столкнулась с небывалым нашествием насекомых-вредителей, кроется как раз-таки в причинах, о которых я говорил ранее. Это завоз посадочного материала и увеличение
товаропотока и грузопотока из других стран. В преддверии Олимпийских игр в соседнем Сочи во время озеленения города было завезено огромное количество посадочного материала различных декоративных культур, таких как самшит, пальмы, эвкалипты и другие. На многих из них оказалось присутствие тех самых вредителей, о которых мы сегодня будем говорить. Среди основных, самых опасных вредителей мы можем выделить самшитовую огневку, пальмового долгоносика, пальмового мотылька, комплекс вредителей эвкалиптовых деревьев, сельскохозяйственные вредители и другие. Рассмотрим несколько примеров. Первый пример – это эвкалиптовая листобложка. Как можно увидеть на фотографии, это маленькое насекомое, несколько миллиметров в длину, которое может полностью уничтожать листья эвкалипта, и тем самым эвкалипт теряет свою эстетическую красоту и теряет возможность, способность к фотосинтезу. В последующем для молодых деревьев наступает достаточно скорая гибель, а взрослые деревья при повторном заражении могут также погибать. Родина эвкалиптовой листобложки такая же, как и у самого эвкалипта. Это Австралия. И на сегодняшний день единственным способом контроля этого вредителя является интродукция естественного врага эвкалиптовой листобложки – Афелимус. Афелимус – это также вредитель эвкалипта, и принцип поражения эвкалиптового листа аналогичный с эвкалиптовой листобложкой. Также мы можем исключить возможность проведения химического метода контроля, так как эвкалипты в большей части у нас произрастают в городской среде, в которых распыление инсектицидов недопустимо. Восточная каштановая орехотворка также является крайне опасным вредителем каштановых лесов. Это также мелкое насекомое, всего несколько миллиметров в длину, но откладывая свои яйца в почки, цветочные почки каштана, она крайне резко снижает плодоношение каштана, от этого снижается его способность к восстановлению семенному, снижается медоносность каштанового дерева, и тем самым рано или поздно это приводит к гибели деревьев. Основным способом контроля численности каштановой орехотворки также является биологический метод контроля. Это интродукция естественного врага каштановой орехотворки. Это мелкое насекомое, которое также поражает саму орехотворку. Оно откладывает личинки свои в яйца орехотворки, тем самым уничтожая ее. Хорошо известен такой вредитель сельскохозяйственных культур, как коричневый мраморный клоп, который у себя на родине, в Юго-Восточной Азии, не оказывает заметного, серьезного вреда сельскохозяйственным культурам, так как на нем сформирован целый круг вредителей и паразитов этого клопа. Коричневый мраморный клоп является опасным вредителем, так как может поражать несколько сотен видов плодовых культур, резко снижая плодоношение и урожайность. Самшитовая огневка. Наверное, это самый печальный опыт нашествия инвазивного вида в Абхазию. С момента первого проникновения за несколько лет она способна была уничтожить практически все самшитовые насаждения в Абхазии. И самшит колхидский, как вид растений, стал под угрозу исчезновения. И на сегодняшний момент мы можем говорить о потере более 90% самшитовых насаждений в Абхазии. Почему это произошло? Самшитовая огневка – это насекомое, бабочка, которая откладывает яйца в кусте самшита, из которой вылупляются ее гусеницы, вы можете обратить внимание, да? Кроме того, гусеница оплетает самшитовый куст, и он становится практически недоступен для птиц, которые могли бы съесть этих гусениц, или для химических обработок, которыми мы могли бы обработать самшит и защитить его. Кроме того, само дерево самшит является достаточно токсичным, и гусеницы способны накапливать в себе эти токсины, и поэтому они становятся несъедобными для птиц. И таким образом, давая несколько поколений в год, самшитовая огневка смогла
за достаточно короткий период времени уничтожить наши самшитовые леса. На представленном слайде мы можем видеть последствия нашествия самшитовой огневки. Обратите внимание, что самшитовый лес полностью лишен листвы. Самшит — это вечнозеленое дерево, то есть это не листопадное дерево. И круглый год, по идее, он должен быть именно с листьями зеленым. Но мы видим, что лес представляет собой просто главные стволы самшита, лишенные листвы. Кроме того, что самшитовая огневка смогла уничтожить листву самшита, и была надежда на то, что самшит на следующие годы сможет восстановить ее, самшитовая огневка уничтожила даже кору деревьев. И после такого нашествия и такой агрессии, естественно, самшитовые леса не смогли восстановиться и погибли. Кроме того, что самшитовая огневка уничтожила деревья, также это коснулось и подроста самшита. То есть мы видим молодые побеги самшита, которые также были изъедены гусеницами самшитовой огневки. Следующий вредитель, который является крайне агрессивным вредителем пальмовых насаждений, это красный пальмовый долгоносик. Его родина — Юго-Восточная Азия, но за последние десятилетия ареал его распространения заметно увеличился. И он напрямую связан с местами произрастания пальм, с местами питомников, где выращивают пальмы, и он охватывает практически весь ареал произрастания пальм. Это все континенты, и основной регион — это, конечно же, Средиземноморье. Вообще родина канарских пальм — это Канарские острова. И это, наверное, единственный пример успешной борьбы с этим вредителем. На этих островах успешно побороли этого вредителя. В чем заключается его вредоносность? Пальмовый долгоносик — это достаточно крупный жук, но сам он не оказывает сколь заметного влияния на пальму, то есть он прогрызает достаточно небольшое количество пальмового материала, делая ходы в пальмах и так далее. Основной вред наносят его личинки. Вы можете видеть на слайде, это личинка пальмового долгоносика. Она достаточно крупная, она может быть размером от 5 сантиметров. И общее количество личинок, которые могут находиться в одной пальме, отложенные одной самкой долгоносика, может составлять несколько сотен единиц. И такое количество личинок за короткий промежуток времени способны полностью уничтожить пальмовое дерево. Личинки прогрызают ходы, уничтожают точку роста пальмы, и пальма не способна давать новые листья, и она усыхает. На следующих слайдах я продемонстрирую последствия нашествия пальмового долгоносика в Абхазии. Все фотографии сделаны также у нас здесь. Как мы видим на слайде, деревья, которые подверглись нашествию пальмового долгоносика, выглядят крайне неэстетично. То есть некоторые, вот на первой фотографии, это уже погибшее дерево. Мы видим обвалившуюся крону дерева пальмы. На следующих фотографиях мы видим, что часть еще присутствует зеленая листва, но также форма пальмы уже нарушена. Пальмы представляют собой исключительно эстетический интерес и формируют как раз таки тот облик наших городов, Черноморского курорта, и поэтому сохранение пальм — это крайне важная и актуальная задача. К сожалению, не всегда удается вовремя среагировать на проникновение нового инвазивного вида, и пальмовый долгоносик как раз таки является таким примером. С момента первого обнаружения долгоносика в 2016 году в поселке Цандрипш, то есть это приграничный район, куда долгоносик добрался своим ходом, скажем так, этот жук способен преодолевать не более 5 километров своим ходом. С момента первого обнаружения в 2016 году, в 2018 году уже в городе Сухум мы столкнулись с крайне серьезной проблемой его уже распространения по всему городу. И, естественно, многие деревья пришлось удалить, так как они не подлежали восстановлению. Перед вами фотографии пальм в поселке Цандрипш. Это одно из первых мест проникновения пальмового долгоносика. И мы видим, насколько серьезно может оказаться поражение этого вредителя. Пальмовое дерево до такого размера может расти порядка 100 лет, а уничтожить его долгоносик может в течение 3 месяцев. То есть скорость формирования, полный цикл развития долгоносика может занимать порядка 4-5 месяцев, из которых стадия личинки занимает 3 месяца.
Ну, как же обнаружить вообще долгоносика в пальме? Это тоже достаточно важный момент для своевременного реагирования на проникновение инвазивного вида. У каждого вида есть свои специфические особенности проявления деятельности. Пальмовый долгоносик — это скрытно живущий вредитель. Он находится внутри ствола, и его личинки поедают пальмовые листья, которые находятся еще внутри ствола в момент своего формирования. То есть пальмовый долгоносик не повреждает наружные части растения, он поедает их изнутри. И поэтому, когда новый пальмовый лист формируется и выходит во время весенней вегетации или летней вегетации, на этих листьях мы можем увидеть первые признаки проявления. Это небольшие перфорации на листьях или же вырезы. Обратите внимание, на первом слайде, на первой фотографии мы видим, что форма листа одного из листьев пальмы, она изменена и имеет такой конусовидный треугольный вид. Это как раз таки свидетельствует о том, что этот лист был съеден еще внутри, когда он формировался. Кроме того, под самой пальмой мы можем видеть уже и коконы пальмового долгоносика, мы можем видеть и самого жука, который может находиться рядом с ней, либо уже к последней стадии поражения дерева, когда обваливается полностью крона дерева. Вырезы на пальмовых листьях — это не наружные повреждения, то есть это повреждение было сделано еще, когда лист находился внутри ствола пальмы. В ходе обследования поражений пальм в городе Гагра мы выявили основные очаги распространения пальмового долгоносика, и мы можем видеть, что они охватывают практически всю береговую полосу. То есть с момента проникновения распространение долгоносика происходит молниеносно. Возникает естественный вопрос, почему это происходит. И здесь мы можем вернуться к тому самому слайду, на которых я говорил о причинах успешной инвазии того или иного вида. Совпадение климатических условий, которые очень схожи с естественным местом произрастания пальм и жизни пальмового долгоносика. Это Юго-Восточная Азия. Наличие кормовой базы. В Абхазии произрастает несколько тысяч пальм. И третий, самый важный фактор успешной инвазии — отсутствие естественных врагов пальмового долгоносика. На своей родине пальмовый долгоносик, естественно, не оказывает такого же воздействия, такого влияния, какое он оказал на территориях, куда он вновь проник. Это и Средиземноморье, это и российское побережье Черноморское, и Абхазия. Какие же существуют методы борьбы? Вообще методы борьбы, как я изначально сказал, можно подразделить на химические и биологические. К химическим методам борьбы относят использование, в первую очередь, конечно же, инсектицидов. Инсектициды — это класс веществ, который направлен на уничтожение насекомых. И инсектициды бывают двух видов, можно их условно разделить на два вида. Это контактные и системные. Контактные инсектициды представляют собой инсектициды, которые при попадании на насекомое уничтожают его. Хорошо известен, наверное, в быту каждому из вас такой препарат, как дихлофос. То есть дихлофос можно отнести как раз-таки к инсектицидам контактного действия. Вы его использовали, и то насекомое, на которое попал он, погибает. Но есть более безопасные и практичные инсектициды, которые называются инсектициды системного действия. При обработке растения этими инсектицидами они транспортируются во все части этого растения. Это будет ствол, листья или плоды. И эти части растения, в которых накапливается этот инсектицид, становятся несъедобными для того или иного вредителя. И этот способ является наиболее успешным в борьбе с пальмовыми вредителями. Но кроме инсектицидов существуют и более инновационные способы контроля и мониторинга вредителей. Это использование феромоновых препаратов. Феромон — это специальное вещество, которое привлекает то или иное насекомое. И также можно их разделить на два вида. Феромоны могут быть половыми, то есть они могут привлекать конкретный пол насекомого, либо самку, либо самца. И бывают агрегационные, которые привлекают оба пола и являются фактором просто скапливания насекомых в той или иной ловушке. Как выглядят ловушки для пальмового долгоносика? В течение всего сезона, летнего сезона, теплого времени года, в местах произрастания пальм, которые поражены долгоносиком, устанавливаются такие ведра,
Они закапываются на расстоянии, небольшом расстоянии от пальм. В этих ведрах есть отверстие, куда может проникать жук. Но сам просто так он туда, естественно, не залезет, и ему нужно туда помочь и привлечь его. В само ведро устанавливаются пальмовые листья, которые источают необходимый запах, который привлекает этих жуков. И кроме того, на саму крышку с внутренней стороны устанавливается специальный препарат, который привлекает именно самок пальмового долгоносика. Другой вредитель пальмовых насаждений, но не менее опасный, это пальмовый мотылек. Это красивая бабочка, которая в размахе своих крыльев достигает 10 сантиметров. И ее личинки аналогичным способом проникают в ствол пальмы и также уничтожают ее. Единственное отличие степени повреждения пальм от пальмового мотылька заключается в том, что скорость развития личинки пальмового мотылька намного больше, чем у пальмового долгоносика. И суммарно может занимать до 1,5 лет весь цикл развития, в отличие от долгоносика, у которого, как я говорил, цикл развития составляет от 4 до 6 месяцев. На представленной карте мы можем увидеть основные очаги распространения пальмового мотылька, который проник в Абхазию аналогичным способом во время Олимпиады в Сочи, перелетев просто административную границу. Как мы видим, границы, которые устанавливают люди для насекомых, не работают. Для них естественные преграды только могут служить какими-то ограничениями. И основные зоны поражения долгоносика были сосредоточены до прошлого года буквально в поселке Цандрипш и Гагра и в городе Сухум. Можем обратить внимание, что существует большое расстояние между Гагрой и Сухумом, и на всем этом промежутке пальмовый мотылек до прошлого года не был обнаружен. О чем это свидетельствует? Это говорит о том, что в город Сухум пальмовый мотылек попал неестественным путем, то есть он не мог долететь самостоятельно все это расстояние, не оставив следов, скажем так, в поражении всех остальных пальм на пути следования. И значит, основной фактор является антропогенный. Это могут быть грузы, это может быть посадочный материал пальм и завоз на автомобиле. Как же определить, поражена ли пальма тем вредителем, о котором мы говорим? В отличие от пальмового долгоносика, пальмовый мотылек оставляет очень характерные перфорации на листьях. И если мы пройдемся по городу Сухум, убедимся, что практически все наши деревья пальм, именно китайской веерной пальмы, они поражены именно этим вредителем. Это очень характерные, узнаваемые поражения в виде такого ряда перфораций, которые также были сделаны еще внутри ствола. То есть это повреждение уже не наружных листьев, а в момент их формирования внутри ствола. Если спилить пальмовый ствол, пораженный пальмовым мотыльком, мы можем увидеть, что внутри ствола есть определенные ходы, проделанные личинками пальмового мотылька. И такое дерево, естественно, с множеством таких повреждений, в котором нарушена целостность проводящих сосудов, оно не может полноценно жить и формироваться. И со временем такие деревья погибают. Кроме того, мы можем во время среза старых листьев увидеть новые вот такие отверстия, из которых вылетают уже взрослые либо жуки пальмового долгоносика, либо бабочки пальмового мотылька. То есть на этом примере мы можем убедиться, насколько серьезным может оказаться нашествие порой незначительного, на первый взгляд, насекомого, может быть даже и красивого, такого как пальмовый мотылек, но последствия могут оказаться катастрофическими. И для неповторения негативного опыта нашествия самшитовой огневки необходимо использовать весь арсенал мер борьбы, направлен на сохранение пальмовых насаждений. Что для этого нужно делать? Ну, те деревья, которые уже, естественно, погибли, их необходимо грамотно утилизировать. Потому что даже в погибшем дереве могут находиться огромное количество личинок, которые продолжают питаться стволовой частью дерева. Они также продолжают формироваться, формируя новых насекомых, которые вылетают и могут заражать новые деревья. Поэтому погибшие деревья необходимо грамотно утилизировать путем либо сжигания, если она горит, пальма, либо закапывать на достаточно большую глубину, чтобы те личинки прекратили свое существование, либо не смогли выбраться уже из этой пальмы. Ну, как я говорил, основной и самый главный, наверное, способ контроля насекомых – это химические методы. То есть обработка пальм, либо пораженных, либо профилактически даже обрабатывать.
инсектицидами именно системного действия, которые делают несъедобными все части пальмы. И даже если такая пальма заражается, то полноценно эти личинки в ней развиться не смогут. Вот вы видите, как проходит обработка пальм в городе Сухум, то есть используемым подъемником, обычной какие-то водопроводной такой трубой, направленным действием можно подать этот инсектицид, пропитать все дерево этим раствором. Пальмы, которые обработаны инсектицидом, они становятся устойчивыми к нашествию этого вредителя. А те пальмы, в которых этот вредитель уже присутствует, возможно, мы снизим количество тех личинок, которые внутри находятся, и сможем сохранить дерево. Ну, кроме химических и биологических методов, есть еще и альтернативы, которые вот в других странах могут использовать. Вот видите, на пальму накинули сетку, которая предотвращает проникновение новых жуков на откладку яиц на поверхность пальмы. Но сами себе представляете, то есть пальмы по городу, если мы в течение всего года будем вот так укрывать, то вся их ценность тоже нивелируется. Поэтому такой радикальный метод, он подходит, наверное, для сельскохозяйственных участков, где пальмы используются именно как сельскохозяйственная культура. В некоторых странах пальмы выращивают специализированно для получения пальмового масла, фиников и так далее. И для этих стран, возможно, такой метод является наиболее перспективным, так как использование химикатов, которые накапливаются в растении, неприменим у них. Какие можем сделать выводы? Вообще все инвазивные виды находят отражение вот именно во вредоносности своей, только в тех участках, где все идеально совпадает для них. Что мы можем делать, чтобы не допустить широкого распространения инвазивных видов? Ну, в первую очередь, это, конечно же, мониторинг ситуации в сопредельных регионах, странах и так далее. Так как проникновение нового вида в ближайшие, скажем так, приграничные регионы не остановит его ни наша граница, ни какие-то другие барьеры, и он может естественным путем уже добраться и до нас. Второй момент – это ограничительные административные меры в плане запрета на завоз того или иного посадочного материала с высоким риском инвазии этих видов. Например, это касается в первую очередь, конечно же, тех растений, которые у нас уже произрастают. Например, пальмы, самшит, эвкалипты, каштаны и так далее. Завозить этот посадочный материал крайне опасно, потому что большинство вредителей являются именно скрытно живущими. То есть обнаружить их визуально при осмотре растения зачастую просто невозможно. И спустя какое-то время мы можем увидеть лишь проявление их деятельности внутри этих растений. И, наверное, самый главный фактор – это создание каких-то определенных структур, которые планомерно будут заниматься сохранением зеленых насаждений, лесных культур. Потому что какова ценность сохранения того или иного вообще вида растений? То есть важно понимать, что, например, пальмы – это исключительно эстетический вопрос, и они несут в себе нагрузку экосистемы нашей страны. Но древесные культуры, которые формировались здесь на протяжении нескольких столетий или тысячелетий, они сформировали целый круг других живых организмов, растений, животных, насекомых, птиц и так далее, в единую экосистему. И выпадение одного этого звена в виде кормового растения может существенно изменить целую экосистему. И, как правило, изменение одних экосистем на другие, этот процесс называется сукцессия, он происходит чаще всего по негативному сценарию, и экосистемы меняются на менее ценные. Например, на место такого растения, как самшит, могут прийти менее ценные породы, сорные растения и так далее. И они будут формировать уже свою экосистему. Поэтому важно сохранять элементы экосистемы, которые аборигенные, которые формировались здесь на протяжении длительного времени, и от этого зависит устойчивость всей экосистемы в целом. Вообще очень часто задают вопрос, в чем отличие инвазивных вредителей и местных вредителей, которые уже существуют здесь. Естественно, что в любой экосистеме присутствуют вредители, которые формировались именно на этой территории, либо достаточно долгое время прошло.
И эти вредители, они интегрированы в нашу экосистему, и они не оказывают очень серьезного вреда растениям, потому что на них сформирована эта группа паразитов, хищников, болезней, которые ограничивают их рост по экспоненте. И со временем, конечно же, новые вредители, которые проникли к нам, они тоже могут интегрироваться в нашу систему, перестать быть инвазивными, и они станут, скажем так, нашими местными уже вредителями и не будут оказывать серьезного влияния на растения, но может пройти очень большое количество времени, и за это время они могут полностью уничтожить кормовую базу. И дожидаться этого момента, конечно же, нельзя, потому что необходимо адекватно реагировать на новые вызовы. И в самом начале я озвучил, что несколько десятков видов насекомых либо уже проникли, либо находятся под угрозой проникновения. И каждый из них специализируется на конкретном виде лесных или декоративных культур. И под угрозой сегодня могут находиться такие ценные породы, как кипарисы, каштаны, эвкалипты, пальмы, самшит, дубы, платаны и так далее. То есть это фактически вся наша ценная флора, которая сформировала наш привычный облик, наш климат. И сохранение этих растений является крайне актуальной задачей вообще в экологии. Имеет ли мраморный клоп естественных врагов на территории Абхазии? Спасибо за вопрос. Мраморный клоп в своей естественной среде имеет основного вредителя. Это яйцевой паразитоид, который называется Трисолькулюс японикус. Это такой энтомофаг, который поражает его яйца, откладывая в них свои личинки, и тем самым снижает общую численность мраморного клопа у себя на родине. У нас в Абхазии мы проводили эксперименты по поиску этого естественного врага, потому что зачастую вместе с самим вредителем могут завести естественного врага. И таким образом ситуация выравнивается, и вредитель не получает широкого распространения. Но на сегодняшний день в Абхазии Трисолькулюс не обнаружен. Но есть такая информация о том, что многие лаборатории, которые занимаются как раз-таки интродукцией вот этих полезных энтомофагов, планируют выпуск Трисолькулюса. Вот, например, аналогичная проблема была в Италии при нашествии мраморного клопа, и там производили выпуск как раз-таки вот этих Трисолькулюсов, которые успешно снижали численность мраморного клопа. Аналогичные опыты велись и в США, потому что сельскохозяйственная промышленность США тоже в свое время столкнулась с очень серьезным прессом именно от нашествия коричневого мраморного клопа, и экономика была вынуждена просто включиться в этот вопрос и разрабатывать вот эти современные методы. Но это задачи вот как раз-таки специализированных лабораторий, которые называются лаборатории биометода. То есть мы говорили сегодня о химических методах контроля, но биологический как раз-таки является самым безопасным, потому что не используются химические вещества, которые помимо самого вредителя могут нанести вред и экосистеме, уничтожив, например, полезных организмов, например, пчел. То есть все инсектициды, которыми обрабатывают поля, чаще всего являются токсичными для пчел, а пчелы — основа вообще любой сельскохозяйственной промышленности, потому что они участвуют в опылении. И поэтому задача государства в том числе разрабатывать именно биологические методы контроля, чтобы минимизировать вред для окружающей среды. В чем основные отличия между мраморным клопом и также здесь присутствующим в Абхазии древесным клопом? Хороший вопрос. Очень часто мы слышали о том, что мраморный клоп — это вообще наш аборигенный клоп, потому что многие люди действительно по незнанию принимали его за нашего местного клопа-щитника. В чем отличие и почему он так агрессивно себя повел в последние годы и такой сильный вред оказал для сельского хозяйства? Ну, это главная причина, о которой я говорил ранее, это отсутствие естественных врагов. И местный щитник клоп формировался на этой территории достаточно долгое время, и на нем сформировалась вот эта группа паразитоидов, группа хищников, которые его поедают и ограничивают его численность.
С мраморным клопом этого не произошло. Логично предположить, что те вредители и хищники, которые были на местном щитнике, тоже могут переключиться и на мраморного клопа. Но, как я уже сказал ранее, для всего этого нужно время. И мраморный клоп рано или поздно также интегрируется в нашу экосистему. На нем появится целый перечень болезней, грибковых болезней, хищников, которые будут его поедать. Даже сейчас мы можем уже наблюдать, как, например, некоторые птицы могут поедать этого клопа, другие животные и так далее. То есть это вопрос времени, и просто чаще всего этого времени у нас нет, и поэтому мы вынуждены помогать, скажем так, природе. Раз мы уже нанесли вред, завезя этот инвазивный вид, нужно уже включаться в эту борьбу, поэтому работает и служба защиты растений в плане обработки сельхозугодий от клопа. Проводится, например, механический сбор клопа, который также снижает численность клопа, который выходит из зимовки. То есть, сами представляете, на зимовку клопы все сбиваются в очень такие компактные места, где тепло, сухо. И если не собрать этого клопа, то на следующий год по весне они дадут опять вспышку по экспоненте во время своей первой генерации. И если мы снизим хотя бы то количество клопа, которое выходит из зимовки, тем самым мы снижаем первое поколение этого клопа и можем регулировать его численность дальше. В ходе сегодняшней лекции такой небольшой обзор был проведен опасных инвазивных организмов. Мы узнали, что такое инвазивные организмы, чем он отличается от аборигенного организма, какой вред они могут нести, какие риски и угрозы, а также какими способами мы можем бороться с ними, какими способами мы уже боремся, и о перспективах вообще развития именно этого направления экологии.